Строить высотки не по кирпичикам, а сразу блок-комнатами и на входе в подъезды устанавливать двери, которые самостоятельно вычислят чужака, если он вдруг решится пробраться внутрь. Это не фантастика, а реальность. И такие технологии разрабатывают и применяют в Чебоксарах. Но чтобы их широко растиражировать, нужны инвестиции. Где взять деньги на ведение бизнеса, как получить льготы от государства и преодолеть бюрократические препоны – об этом в нашем материале. Идея строить высотку не годами, а всего за пару месяцев, в общем-то, не нова. По принципу конструктора Лего панельки собирали еще в советское время. Плита к плите, и вырастал дом. Теперь делать это будет еще проще. На Чебоксарском заводе отливают целые блок-комнаты. То, что делается, вот коробки набор. То есть ускоряется примерно по сдаче от классической технологии в 3-4 раза. Завод объемно-блочного домостроения запустили год назад. До серийного производства продукции здесь пока не доросли, нужны финансовые вливания. По словам владельцев бизнеса, чтобы реализовать второй этап инвестпроекта, а это выход на проектную мощность, понадобится не меньше 800 миллионов рублей. Деньги серьезные, впрочем, как и сам проект. По словам председателя Высшего экономического совета Чувашии Анатолия Аксакова, в свете нынешних событий он весьма актуален. С одной стороны, мы сейчас будем активно реализовывать программу, связанную с комплексной застройкой территории. А с другой стороны, есть программа, которую объявил президент, продолжение переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, с учетом того, что в Чебоксарах, Новочебоксарске, да и в других городах нашей республики очень многие дома были построены в 50-е, 60-е, 70-е годы. Они будут быстро приходить в состояние ветхого, а потом и аварийного жилья, поскольку сроки их эксплуатации завершаются. Строить быстро – это хорошо, а хорошо строить и не опасаться, что в дом проберется вор, еще лучше, и это возможно. Такую дверь, которая открывается только хозяевам жилья, выпускает один из резидентов индустриального парка в Чебоксарах. Впрочем, надежность продукции оценил и Анатолий Аксаков. И вот его вердикт. Им надо сейфы выпускать, в том числе и для банков. На заводе к озвученному предложению отнеслись положительно. Правда, отметили, что реализация идеи упирается в финансы, точнее в их отсутствие. Нам нужны кредиты, да, по хорошей ставке. Нужна помощь в выкупе земли. Все-таки этот вопрос такой непонятный. Непонятная история с выкупом земли для резидента индустриального парка стала потому, что в конце декабря истекает срок аренды участка, на котором стоит завод. А оформить его в собственность у владельцев бизнеса пока не получается. Говорят, нам, в принципе, особенно ничего не надо. Не мешайте, первое. А второе, если уже помогать, то больше с решением административных барьеров, когда они хотят расширить объемы своего производства и дальше развивать бизнес, вдруг возникают трудности с выделянием участка, с подключением к коммуникациям, с инфраструктурой. И здесь мы, я думаю, что сможем принять решение, которое позволит облегчить решение таких вопросов. В эти минуты в стенах Дома правительства проходит заседание Высшего экономического совета, где обсуждают перспективы роста Чебоксар. Бизнес и власть за одним столом говорят о востребованных проектах, проблемах предпринимателей и возможных вариантах выхода из ситуации, серьезно тормозящих развитие их дела. Задача поставлена. Бизнес не просто должен держаться на плаву, он должен чувствовать твердую почву под ногами. Евгения Зиновьева, Вадим Владимиров, Вести Чувашия.